Чеченский край, ты так прекрасен, такая тишина, такой покой в душе. Не чувствовала я давно, так хочется остаться, но ждут дела. И горы, и какие водопады, я знаю, будут несомненно меня манить к себе. Народ чеченский, гостеприимный, притягивает всех нас, он мужеством и добротой своей. Чечня, Чечня, ты так прекрасна, я рада, что увидела тебя. Здравствуйте, Аиша. Здравствуйте. На сегодняшний день вы являетесь гостем в республике, но при всем при этом ваша жизнь тесно взаимосвязана с Чеченской республикой. Как так получилось? Вы знаете, много очень связывает. Да, действительно так. Никто не знает, что будет завтра. Действительно, и предопределение судьбы, видимо, такое было предначертано. Я очень рада, что связалась с Чеченской республикой, очень довольна этому. Как я вообще пришла, вот, например, именно к написанию книги, о которой я дальше расскажу. То есть меня связали две республики, это, значит, Чеченская республика и Турецкая республика. В Турции я была знакома с беженцами из Чеченской республики, которые во время войны вынуждены были туда уехать, и Турецкая республика их очень поддержала, как я знаю. И не могу забыть, перед глазами до сих пор одна несчастная женщина, которая потеряла во время войны, имея 5 детей, 4 детей потеряла, и один был в то время на операции во Франции по трансплантации органа. Но на сегодняшний день, я знаю, многие беженцы возвращаются сюда. И вообще, в принципе, ни одна война, она меня не может оставить равнодушной, где бы это ни было, в Чеченской республике, в Сирии, на Украине, а также различные теракты, которые прошли совсем вот недавно во Франции, в Египте, которые в прошлом были в Москве, в Волгограде. Это, конечно, очень болезненно и очень обидно, что часто как бы к этому приписывают мусульман и ислам. На самом деле каждый верующий знает, что право на жизнь только дает Всевышний, и только Всевышний может дать жизнь и забрать эту жизнь, нашу жизнь, да. Поэтому вот очень, конечно, болезненно я ко всему этому отношусь, и, в общем-то, по этой причине я начала знакомиться, в общем-то, с вашей республикой тоже, и начала писать книгу, что я, в общем-то, дальше вам расскажу об этом. А также, с другой стороны, что меня связывает, на сегодняшний день очень средства массовой информации очень много говорят о вашей республике. Рейтинг Рамзана Ахматовича очень высокий. Как я считаю, общество очень интересуется им. И недавно совсем даже я это заметила на празднике, вот День народов и наций, который проходил в Самаре при поддержке губернатора нашего. В общем-то, был очень такой живой интерес к республике, к народу. Ну вот такие вот, в общем-то, связи. Насколько мне известно, у вас религиозное образование. Вот с чего ваш интерес к религии начался? Вы знаете, я вообще родилась в семье имамов. Мои деды, так скажем, да, были имамы, в мечетях работали. Ну и, в общем-то, само о себе говорит это, что я выросла, глядя на них, слушая их. И это, конечно, сформировало определенный стержень. Далее я училась в Исламском университете в Москве.
немного в Турции, много читала очень хадисов. Ну вот это все и послужило как бы к интересу к нашей религии, ислам. И хочется сказать, это, конечно, религия добра и справедливости, ислам. И, к сожалению, не многие об этом знают. Поэтому, если уже говорить дальше о своей работе, да, вот что меня сейчас связывает, работа благотворительная, идея, которая еще зарождалась у меня во время учебы в институте. Вот. А совсем недавно я зарегистрировала фонд, назвала его «Свет добра», в общем-то, в Министерстве юстиции нашего города. И, в общем-то, мы проводим акции, разные акции благотворительные для детских домов в том числе. И совсем вот недавно, во время Рамадана, мы говорили о том, что, в общем-то, вот о религии в месяц Рамадан как раз совпало так, что действительно это верующий человек, кто бы он ни был, вот для детей мы проводили непосредственно детского дома, христианин он или мусульманин, он человек широкой души, он никогда не обидит ближнего. Даже вот эти заповеди «возлюби ближнего как самого себя» уже говорят об этом. И таких как бы хадисов, согласно канонам ислама, Корана, их очень тысячи. То есть человек верующий, он человек праведный, он широкой души, и он только несет мир и свет. Я очень рада, что вот как бы в завершении вот изучения этого всего я оказалась в Мекке, вот в мае, совершила умру. И советую каждому, не дожидаясь старости, посетить эти святые места. Это действительно незабываемое впечатление, незабываемая аура, которая была создана там. А если касательно общественного фонда, да, который вы возглавляете, на что в основном нацелена работа вашего фонда? Ну, вообще, как бы основные цели — это, соответственно, повышение нравственности общества, это духовно-культурное возрождение общества, это укрепление межнациональных связей, межконфессиональных связей и укрепление дружбы между народами. Ну, укрепление мира. Вот тема мира, она, в общем-то, и движет всеми нашими дискуссиями. Вы являетесь помощником председателя Чеченской национальной культурной организации «Войнах». Ну, вы знаете, так сложилось, что работа у нас как бы связалась вот именно фонда, именно с офисом, где находится эта организация. И как бы невольно мы начали сотрудничать по различным направлениям. В чем же заключается функция этой организации? Ну, это сохранение и развитие культуры чеченского народа, конечно. Это сохранение традиций, обычаев чеченского народа. Организация, она, в общем-то, участвует в различных совместных мероприятиях, которые организовываются в Доме дружбы народов, и также при поддержке правительства Самарской области и губернатора Самарской области. Участвуют в различных соревнованиях совместных, то есть функция такая, также укрепление дружбы между народами, она существует в этой организации, поэтому неразрывно связана с тем, чтобы участвовать во всех мероприятиях, которые есть, спортивные мероприятия, культурные мероприятия. Вот совсем недавно прошел День народов и наций Самарской области, тоже при поддержке правительства и губернатора Самарской области, где, вот я уже сказала, что была выставлена чеченская культура, то есть была фотовыставка вот о Чеченском крае. Очень интересно было. Вот. А вот идея написания книги, да, «Путешествие по чеченской земле», она когда у вас зародилась? Когда я познакомилась с чеченскими людьми, когда я, в общем-то, стала восхищаться ими при общении, и я поняла, что это очень сильные личности. В принципе, вот с Турцией, наверное, можно сказать.
СМИ, как я сказала, а последние все средства массовой информации, которые посвящены вам, конечно, они создают интерес безусловный к вашей республике. О чем книга? Книга, она, в принципе, написана о событиях, реальных событиях, о трудностях, о сложностях, каких пришлось пережить чеченскому народу во время депортации, во время войны, о грозном сегодня, конечно же, о адапах, о традициях. Написано о природе Чечни, неописуемой красоте ее. Это о водопадах Шатое, о горах, о озере Козиной-Ам, о курорте Серноводском с ее тоже несравненной целебной водой, которая имела в свое время общесоюзное значение, да, и вот этот курорт имел, я имею в виду. И на сегодняшний день, я надеюсь, он приобретет определенный статус, конечно. Вот так вот. А какая основная у вас цель была, когда вот вы решались написать эту книгу? Чем вы руководствовались? Руководствовалась, конечно же, фактическими событиями. Фотоиллюстрации были. То есть я 2 года назад начала ее писать. Вот, была вот во всех многих красивых местах вот в вашей республике. И, в общем-то, как бы вот это путешествие мое, оно как бы заключилось вот именно написанием книги. Сегодняшний приезд в Чеченскую республику, с чем он связан? Ну, он связан с завершением написания книги «Мои путешествия по чеченской земле», прежде всего. Вот. И вторая тема — это создание костюмов для ансамбля в нашем регионе. То есть заказ костюмов — вот это основная тема, которая меня связала с этим приездом. Вот. Очень хотелось бы, чтобы был ансамбль в нашей области, чтобы все-таки прошел День чеченской культуры на уровне в нашем регионе. Конечно, очень надеемся получить поддержку от республики. Вот. Например, руководителя мы нуждаемся в ансамбле. Ну и другие есть вопросы, которые касаются этого дня. Вот, очень нравится мне этот регион, очень понравилась такая умиротворенность, такая безопасность какая-то. Вот, ну, красивые очень места, народ очень гостеприимный. Говоря о гостеприимстве чеченского народа, вам удалось на себе это почувствовать? Вы знаете, да, именно вот это в первый приезд, когда я приехала первый раз в республику, в общем-то, я посетила дом Розы Ахмадовны, это помощница председателя парламента в прошлом. Сейчас, я так понимаю, она уже пенсионного возраста, вот, с которой мы тоже познакомились в Турции вот, во время туризма, да, вот именно по вопросу туризма там. И также я была знакома с одной из целительниц вашего региона, Аминой. Она познакомилась со мной, кстати, в мечети вашей Грозненской, вот, тоже была приглашена. И очень был теплый прием. Вот. Ну, вообще чеченцы очень гостеприимные. Была знакома еще с несколькими чеченками. То есть всем довольны, альхамдулля. Вот. Если уже сейчас я вдруг заговорила о мечети, конечно, вот сколько я в каких только странах не была, вот, и посетила более 100 мечетей, наверное. И в какой город я не приезжаю, конечно, стараюсь посетить сначала мечеть. И вот это ваша мечеть, конечно, это действительно сердце Чечни, оно меня очень поразило своей красотой. Я бы ее включила в первую тройку мечети. Это после мечети Абу-Даби, это Объединенных Арабских Эмиратах, и Голубой мечети в Стамбуле.
В общем, действительно, это мечеть у вас в сердце Чечни. Исходя из всего вышесказанного, я понимаю, что у вас очень повышенный интерес вот к тому, что вы делаете. И все, что вы делаете, оно в какой-то в значительной степени, да, вот я еще раз, наверное, повторюсь, связано с Чеченской Республикой. Вот ваша заинтересованность, она больше в людях или в менталитете, в культуре, или в республике в целом? Вот с чем она связана в большей степени? В данный момент я пишу книгу, вот, поэтому как бы мне интересно все, все, что связано с Чеченской Республикой. Вот. Но вообще как бы дух веры здесь вот этот мне присутствует, он меня как бы вот очень привлекает. Степень защищенности. Вот первую, значит, поездку я сказала, что меня очень удивила природа, да, природа Чечни просто поразила. Очень интересный проект по установке вот этих заборов вот, на границе, да, между городами, вот очень такой интересный по укреплению границ. То есть какая-то безопасность присутствует. Сейчас многие, даже вот по телевидению, многие европейские страны начали вот над этой темой очень тесно работать. Конечно, заборы, они, конечно, не спасут в трудной ситуации, да, человека, но мир, конечно, прежде всего должен быть мир. Но и вторая тема, вот мне понравилась, например, пока я здесь была, вот по телевидению трансляция была соревнований, это команда Ахмат. Очень они себя, в общем, отличили, себя так показали с мужественной стороны, практически все выигрыши были. И на их футболках вот были такие надписи «Читай Коран». Это вообще мне тоже очень понравилось. Действительно, в Коране исцеление, сила. Это уже должен знать каждый. И об этом я писала и в книге, писала об исламском центре, который занимается лечением, исцелением людей с помощью Корана. Какие у вас планы на будущее? Расскажите немного о них. Вы знаете, я была дипломатом в номинации «Проекты по ТВ» международного конкурса моды мусульманской в 2010 году. И тема эта меня, в общем-то, интересует очень, мусульманской моды на сегодняшний день в том числе. И я приглашена сейчас 12 декабря на мероприятие, посвященное дню рождения пророка Мухаммеда. И там тоже будет представлена модели, вот, которые, я думаю, будут украшать этот вечер в какой-то степени. Что мне хочется сказать, что вообще одежда, она мусульманская, должна быть привлекательной. Она, в общем-то, не должна быть облегающей, конечно, желательно, и не отталкивать окружающих. Хочется сказать, что я, в общем-то, рекомендую посещать такие выставки. Мы находимся вообще, как бы живем в православном государстве, это не нужно забывать. И поэтому, в общем-то, одежда, она должна быть привлекательной. Несмотря на то, что шариат требует длинную одежду, прикрытую одежду, но не должна, еще раз повторюсь, отталкивать окружающих. Вторая, конечно, тема, что меня вот сейчас ждет, да, то есть это участие в этом, пригласили в организации вечера, да, посвященного Мавлюту. И, конечно, презентация нашей книги будет в Доме дружбы народов, вот это путешествие по чеченской земле. Вот. Мы пригласим, конечно, представителей министерства, иншаллах, и других организаций, национальных, конечно, в том числе. Если говорить о самых знаменательных событиях в вашей жизни, можно ли считать знакомство с Чеченской Республикой одним из них?
Да, действительно, знакомство, оно очень знаменательно для меня с Чеченской Республикой. Это, я думаю, что даже часть жизни, она связана с этой республикой, потому что у меня друзья есть здесь. Это очень важно. Вот. Что еще? Здесь вот этот дух умиротворенности, спокойствия, тишины, вот он присутствует при всей событийной жизни, вот при всей, так скажем, атмосфере, и поэтому она очень притягивает, в общем, своим духом. Также, как я сказала, дух ислама здесь, в общем-то, очень отличается от других регионов. Вчера я проезжала по трассе города и заметила бегущую строку на высотке дома «Я люблю пророка Мухаммада». Ну, мне очень это, конечно, приятно все это видеть здесь. Желаю здоровья и долгих лет жизни всем женщинам Чеченской Республики, всем матерям. Спасибо, Аиш. Спасибо вам за столь интересную беседу. Я надеюсь, что сегодняшнее пребывание в Чеченской Республике оставит в вашей памяти только самые светлые воспоминания. Удачи вам! И вам тоже взаимно. Вы в гостях за столом у чеченца – это праздник и духа, и тела. Быть чеченцем, поверьте, непросто. Благородству их нету предела. Если друг – это друг настоящий. Если враг – он достойный противник, сам врагов никогда не искавший, но выигравший поединок. И семья для чеченца священна. Все, и братья, и сестры, и дети, их родня есть священное племя. Быть чеченцем не просто, поверьте. Если рода чеченец не помнит, он уже не чеченец, поверьте. Но слова, облегченные вправду, жгут на нутро немущим достоинств. Я пишу то, что видел и знаю. Быть чеченцем, поверьте, непросто. Возразят, возможно ли это, слышу ропот толпы возмущений. Если нет этих качеств чеченца, он уже не чеченец, поверьте.